декабре 2012 года Европейский олимпийский комитет на своей ассамблее принял решение о проведении первых в истории Европейских игр. Было принято решение не проводить заявку, а присудить проведение этих игр городу Баку по согласованию. Как вы знаете, время было очень мало, 2,5 года, поэтому нужно было оценить все свои силы и возможности. Город Баку согласился и посчитал, что возможно за это время подготовить все необходимое для того, чтобы игры прошли на самом высоком уровне. В связи с этим был создан оргкомитет, который возглавила председатель, президент фонда Гейдар Алиева, член Национального собрания, посол доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиева. Оргкомитет вошли все структуры Азербайджана, которые в той или иной степени будут задействованы в проведении этих игр. Оргкомитет создал операционную кампанию, операционный комитет, который я возглавляю. Операционный комитет начал работу по всем направлениям, которые необходимы для того, чтобы игры прошли, как я уже сказал, на высоком организационном уровне. На сегодняшний день количество спортсменов, которые мы ожидаем в Баку, свыше 6 тысяч. Количество членов делегации 3 тысячи. Видов спорта, как вы знаете, 20, из них 16 олимпийских. Из 16 олимпийских видов спорта 11 дают право на завоевание квалификации, лицензии на Рио-де-Жанейро. Все необходимые работы по строительству новых комплексов и ремонту существующих идут по графику. Все будут закончены до конца февраля, максимально это середина марта. Также в оргкомитете сегодня работает 1300 человек. Все знают ответственность, знают свою работу. Были привлечены также специалисты из-за рубежа с опытом работы над проведением игр в Лондоне, в Ванкувере, в Сочи, в Афинах. И таким образом, как мне кажется, достаточно высокий уровень подготовки и высокий уровень профессионализма у всех наших специалистов. Мы стараемся привлекать их из студенчества. С этой целью было проведено анкетирование. 150 тысяч студентов азербайджанских ответили на вопросы, заданные в анкете. Вопросы были о том, хотят ли они быть волонтерами, интересен ли им спорт, какие виды спорта для них интересны, будут ли они посещать спортивные мероприятия, спортивные европейские игры. И исходя из этой базы, у нас свыше 20 тысяч молодых людей изъявили желание помогать с проведением этих игр. Сейчас проводятся отборы, волонтеры делятся на две категории. Первые, которые занимаются операционной работой, вторая категория, которая будет участвовать в церемонии открытия и закрытия игр. По этому поводу проводятся сейчас кастинги, соответственно, отбираются молодые люди, молодые девушки для того, чтобы мы могли использовать их помощь во время игр. Наши сборные тренируются, соответственно, каждый в своем центре. У каждого из у каждой федерации есть, соответственно, свой центр. Там проводят они свои тренировки. Так как в спортсооружениях, которые сегодня строятся, сегодня проводить тренировки невозможно, так как вокруг них сегодня строятся временные сооружения. Это специальные такие сетчатые заборы, это палатки для прохождения. И поэтому они могут только рассчитывать на свои собственные места, где федерация проводит тренировку. Я думаю, что будут наши спортсмены приложат максимум усилий, но, конечно, ниже этого результата, который был достигнут на Олимпийских играх, на юношеских Олимпийских играх в Нанжинге. Азербайджан среди 204 стран, как европейское государство, был на 10-м месте. Поэтому есть какие-то определенные, скажем так, уже ориентиры, и я думаю, что мы на них будем равняться. Традиционно у нас это виды спорта, где наши спортсмены завоюют медали. Это дзюдо, это борьба,
это тэквондо, это бокс. Последние годы это академическая гребля, байдарка, каноэ, гимнастика. Вот основные виды, где мы ждем наши медали.